Блиц-турнир посвящен 8-м международным спортивным играм «Дети Азии». На конкурсе Якутию представляют 13 команд, 9 из районов республики и 4 команды из Якутска. Анна Савина участвует в этом конкурсе в 4-й раз. Она отметила, что у каждого мастера свой подход и техника в создании ледяных скульптур. Она с удовольствием делится творческим опытом с мастерами из других стран. В этом году мы взяли талисманы «Дети Азии», Бурундичка и Мамонтёка, которые несут факел победы. С каждым годом организация и мероприятие всегда дают толчок каждому мастеру, и уровень с каждым годом намного выше. На конкурс приехали участники и из других стран и регионов – Монголии, Тувы и Хабаровского края. Всего соревнуются 20 команд. Ирина Заславская участвует в подобных конкурсах регулярно. В 1999 году она впервые приняла участие на дальневосточном конкурсе ледяных скульптур и с тех пор признается, что полюбила лед. Я второй раз в Якутске. Мне очень понравилась и организация высокого уровня, и как другая планета. И люди очень открытые, добрые, очень талантливые. На этом конкурсе тема «Дети Азии». И наша скульптура называется «Зимний вальс». Двое на коньках танцуют прекрасный зимний вальс. Основными критериями конкурсных работ являются полнота и выразительность раскрытия темы, техника и мастерство обработки материала, степень законченности произведения. Международный конкурс будет проходить в несколько этапов в течение недели. С завтрашнего дня мы переходим в ледовый парк «Северное сияние». До 3 декабря они должны сделать и ледовые на тему «Мир будущего», и снежные работы на свободную тему. И мы победителя узнаем 3 декабря в центре имени Гагарина в 3 часа дня. По итогам конкурса победителей наградят кубками, памятными дипломами и денежными призами. Организаторы отметили, что ледовые скульптуры на площади Орджоникидзе простоят до марта включительно. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск.